7 часов 8 минут. 8 минут 8. Ну вот, если не верите. Вот это я поспал. Все здорово. Печка погасла. В избушке вообще огонь, тепло. На улице такой снежок идет. Ночью Тулан кого-то лаял. Наверное, думаю, кто-то на буране возвращается, может, домой. Потому что днем невозможно ехать, а ночью чуть-чуть хоть немножко подморозило. Или же кого-то другого лаял. Было еще темно. Я не выходил даже на улицу. И к утру уже расцветало, тоже лаял. Но обычно он буранистов так лаял. Кто-то на буране, наверное, ездил. Тут я и ночевал. Только наволочка вместо одеяла. Ну да, погасло все. Хоть есть нету. Да хоть не затапливай. Вот угольки. Потому что тепло. Немножко затоплю. Подогрею чайник. Да еще равно на рыбалку съездим там. Придется подсушиться и все это дело. Так что вот. Сейчас пересту кину и быстро все это. Будем просыпаться. Как всегда. След простыл уже у него. А вон он. Тулан, ты уже на охоте был? Сырущий. Такая погода сырущая. Тулами. Нагана. Канневели. Он гуляй. Кого-то лаял ночью. Доел кашу? Молодец. Так держать. Печка топится. Вот сейчас все снова отсырело. Вроде и снег такой сырой стал. Но морозов не хватает, чтобы хороший наст сделал. И уже налегке ходить. Можно пешком, чтобы ходить по насту. Или же на буране, на мотособаке. Морщица. Тула. Кого лаял? Кода снутен? Кода снутен? Тула. Кого? Бездельник мой. Не сидится тебе? На охоту уже ходил. Молодец. Все капает. Сейчас надо проверить, сколько снега там. Да, чуть-чуть, что так и подморозило, поэтому ребят ночью ездят на снегоходах. Ну да. Слой такой получилось. Хорошо. Мама. Все здорово. Сейчас чай попью. Попью чай. И съездим на вверх по течению. Оттуда я заберу жерлицы. Я на вторую ночь оставаться не стану. Я уже как бы нормально порыбачил. Куда больше. Там жерлицы возьмем. Снова приедем в избу. И уже будем спускаться домой. Сегодня. Сразу не буду я вечера даже ждать. Или до вечера еще побыть. Посмотрим, какие планы там буду сам думать.
Ловилась бы мелочь, я бы, конечно, до вечера без закинул, побыл бы еще. А погода, как будто ты вот стоишь под дождем. Такая вот, сырой снег идет. А все равно вот здесь тишина, здесь спокойствие, здесь получаешь удовольствие от всего, что вот видишь. Это просто обалдеть. Птиц пока мало, но еще месяц, и лес начнет оживать. Вот приедем в апреле, и вы как его, услышите уже пение птиц. А в мае вообще класс. Всю ночь я слушаю пение птиц. Просто у меня дверь приоткрыта. Но сегодня спал хорошо, вообще как убитый. 2 раза вставал, потом все. А утром я закрыл дверь, даже не стал подкидывать дрова, было тепло вообще. Классно. Вот такое утро, 23 марта. На глаза попалась вот этот наклейки, которые я в 90-е что пил, что клеил. Вот Жирновский. Кому-то может интересно будет, какие водки там 90-е были. Жирновский. Паленые водки все. Русская вот такая вот. Кристалл. Это кристаллина, что ли? Не помню уже. Потом вот такая какая-то черная этикетка. Водка. Водка муромская. Московская. Там интересно год. Не вижу. Только вот написано вот, как сказать, где сделано, вот год изготовления не вижу. Водка Жирновский, наверное, это спереди, наверное, наклейка, это сзади бутылки. Потом вот такая русская водка. Потом вот такая. Дальше такая. ГАИ. Осторожно, ГАИ. Потом привет из Саратова. Столичная. Такие водяры. Но это малая часть того. Это просто сумасшедшее количество вида было водки. Ну, я некоторые из них вот сюда клеил. У меня сосед 90-е работал в КБО, ну, так называемый. Ну, в общем, где ремонтировали обувь. Там отдел был, ремонт обуви. Там пимы шили там и вот эти любой ремонт обуви, в общем, делали. 2 наших односельчане здесь, возле клуба, где сейчас сельсовет. И они курили, тоже пили. И они, то знаете, в 90-е очень много количества было разных сигарет. Паленых, не паленых. Вот время такое было, кто как мог крутился, и вообще можно было воротить хоть человек как хотел, так и воротил свои дела. Сейчас-то все урегулировали. Сейчас, как сказать, шаг лево, шаг право, расстрел. А тогда и торговля, и бизнес, и по всем направлениям особого контроля ничего не было, потому что там перестройка была. А сейчас перестроили, и все уже как бы сделали уже под свой контроль, кто там контролирует. А тогда нет. И штамповали сигареты, штамповали водки всяко разные. Вот некоторое количество я вам показал. И, короче, сосед тоже вот каждый раз он покупал в магазине там
сигареты, новые пачки, или кто-то туда приходили, нас там очень много было просто. Вот за хлебом стоим в очереди и заходим к нему. Время сопровождения, там сидели, курили. И некоторые пачки сигарет, что-то новое оставляли ему. И он просто коллекционировал, стену там клеил вот этими пачками сигарет. Большая пирамида уже у него получилась, там всяко разные сигареты, пачки были. Вдруг я это вспомнил. А вот наклейки водки, я вот это не помню. А сигареты помню. Прям на двери там было, как пирамида. Тулан где-то на речке сейчас лаял там. Она с выдрой воюет там. Выдра, значит, сюда подошла. Выше там следы были и много. Я еще никуда не выходил. Просто тупо лежу на улице, знаете, вот сырой снег. Вот смотрите, как валит. Не знаю, дождаться этого, когда он прекратится, этот снегопад или нет там. Ой, посуду надо помыть. Вот это Тулану надо с хлебом отдать. Сковороды там, вкусняшки. Потом суп тоже останется, тоже Тулану. Сегодня я ему, короче, варить не стану. У меня сейчас с утра аппетита нет. Может, после обеда. Суп подогрею, съем, а чтобы что-то или еще готовить. Да и ему придется все отдать. Мне не хочется. Так вот. Жду, когда этот снегопад прекратится. Просто, может и не прекратится, конечно, но, наверное, мне лень еще из избушки выходить. В избушке комфортно, тепло, тишина. Тишина, ребят. Вот эта тишина и меня вообще никакого напряга нет. Вообще здорово. Поэтому, ребят, еще раз повторяю, потому и я всегда один. Люблю тишину, спокойствие. Во. Одиночные походы, поверьте. А шум, гам, это уже сельская жизнь, городская жизнь или еще. На природе надо отдыхать. Просто отдыхать. Все, короче. Давайте съездим. Сперва вверх, вон туда. Тулан приходил. Мельком. Буквально 2 минуты и куда-то опять ушел. Так. Ну, примерно так, ребят. Сковороду я уже помыл. Небольшие бытовые дела в избушке. Постельное убрал. Где-то на речке лаяла. Где? Сейчас следы снегохода посмотрим. Действительно кто-то приехал или кого он лаял там. Но это ночью было. Это было ночью. Здесь все мои следы. Здесь вроде мои следы только. Значит, он на дороге кого-то лаял. Там тоже никого не было. Я катался с прицепом. Ну да. В общем, по реке никто не спустился. Это все мои следы. Это мои следы от саней. Так, ладно, нет, так нет. Сейчас газку. Посмотрите, как все сыро. Вот это не тканка, только груз. Он промок весь. Он тяжелый стал. Толку от этого мало. Брезент нужен. Не брезент, а какой-нибудь скользящий вот. Как мешковина. Ну-ка так возьмет, нет.
самая лучшая техника в мире. Заглохни. Где Тулан, блин, бродит? Я надеялся на эту жерлицу. Молча. Смотрите, на снегоходе, там изба выше, приезжали. Двулыжный, это Мишка приезжал. С Ванькой, наверное. Так, все. Сколько там наверху было? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 штук. Здесь, значит, 12 штук еще внизу осталось. Надежду не теряем. Но я думал, что здесь поклевка будет. Видишь как? Даже я рыбу видел здесь. Щуку. В следующий раз, когда приедем, снова поставим, может, тогда попадет. Так, ладно, сейчас я это разбираю, все это дело. И потихоньку буду собираться. Собаку я не видел, там выше его нету, значит он куда-то вниз ушел. Где он может быть? На реке где-то. Выдр гоняет. Сегодня только вспомнил, что у меня особо есть радио. Не включал. Без антенны она связь, конечно же, не поймает. Вчера МТС я тут включал телефон. Как бы шкала показывает, но не мог дозвониться. Вышел на улицу, связь есть. Не, без антенны бесполезно. Когда неделю в тайге живешь, как будто от радио надо что-то новое узнать, да и чисто послушать. Не поймает ничего.
Сейчас суп подогрею. Подогрею суп. И позавтракаю. И газку поедем. Поедем по реке. Там где-то в 2 местах, даже 3 местах опасность будет. Ну так себе, посмотрим. И надеюсь, что еще безопасно. Не ловит. В 3 местах. А потом там будет бураница. Переход через речку. К избе там охотники в ту избу вроде как ездили. И по этой буранице уже поеду я на дорогу. По дорогу спущусь. И в Алексеевке, на деревне Алексеевке, я снова поеду на лед и по льду. Потому что дорога сейчас уже до нашего села открыта. Или по полю ехать, или же по реке. Мне выгоднее по реке, так как по полю, если я поеду, во-первых, может там тоже снег не держать. И во-вторых, мне дорогу все равно придется переехать там. Лучше более снежное и безопасное, хорошее место — это река для моей поездки. Вот. Так. Ладно, сейчас. Короче, этот лук понадобится или нет. Потихоньку буду убираться, собираться. Дождаться тулана, но еще так его надо дождаться. Если я вот думаю, что он по реке вниз спустился, я поеду, а его может быть там не быть. Может он по дороге где-то шастает. Придет сюда. Как сказать, в избу. Олега нету. Вот смотри, все утро его... Вчера я об этом говорил, что он вчера нагулялся, вечером он лег. А с утра он постоянно, и что на второй избе, я в второй избе просыпаюсь рано утром, он бывает уже лает там белку, где-то уже ходит. С утра он любит ходить. Вот сегодня тоже уже где-то 1,5 часа его не видать, не знаю где. Здесь этот бардак убрал, все чисто сложил сюда дрова. Там сухие и для подкидывания. В общем, мне надо вот привезти для посуды средства для мытья посуды. Заканчивается. Тулана не видать. Представления не имею, куда он ушел. Как вы помните, я летом здесь, в прошлом году, или когда мы это делали, я уже не помню. Вот память. Крышу сперва у меня протекала, потом я рубероид ставил. Сейчас вроде как все хорошо, нигде ничего не течет, только в одном месте, вот тут. Вот саморез выскочил, вот видите, саморез. Вот надо же попасть так. И как-то слабинка у меня вот вышла, что здесь протекало. Вчера я ничего уже не стал снимать. Не знаю, видно, не видно, сейчас покажу. Опа. Вот она. Вот тут этот саморез находится. Вот. Вон он саморез. И там вот это черное, это литол. С литолом, не литол, а солидол даже. Раньше, 90-е, только солидол с лесопункта брали. В общем, солидолом я закрутил, надо это саморез поменять. На кровельный привезу, который с резинкой. И вот это придется. А так, в принципе, все хорошо. Глыбы снега, вот это мне понравилось. Вот это понравилось, что вот даже с такой, с крыши он скатывается. Не, надо вот на второй избе также сделать. Ну, придут весенние, летние походы. Будем здесь готовить на мангале. Где собака, блин, а? Куда он ушел, блин?
Не лает нигде. В общем, я ем лук и нем. Наконец-то я заждался, мам. Сейчас накормлю тебя, мам. Но сперва второе покушай, потом я тебе суп налью. Ну вот, ребят, пришел бездельник. Пусть покушает. Не знаю, где он бродил. Ходил очень долго. Ну вот, остатки супа я тоже налил со своей тарелки. Сейчас сперва пусть съест, а потом я с котелкой еще суп налью. Не стал уже размешивать все. Не, он сейчас должен съесть все, так как ходил много. Съешь, не съешь потом. Смотри, сколько вкусняшек тебе еще. Что ты? Что? Ждешь? Чайник пустой, умывальник пустой. Все, изба. До новых встреч, до новых походов. Было тепло, комфорт. Отдохнули вдоволь. Ели, пили, отдыхали. Пока, изба. Отдишь летать, брат. Отдишь летать. Так, джопник взял. Сыро, мокро. Погода жесть. Так, ладно, поехали. Все, до новых походов. Как сможем, приедем. Суп там вылил сорокам. Увидят там красное пятно, желтое пятно. Прилетят. Нам надо газку. Мон. Вперед. С музыкой. Вон туда. Вперед. О, бля. Ты смотри. Уже еще капец. Уже перестает держать. Даже тропинки. Жарко на улице. Оделся жесть. Такс. Ладно.
все, последнее. Все собрал. Вроде бы. Так, раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 у меня получилось. Так, здесь, значит, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Это последняя жерлица. Все, на сегодня рыбалку закончил. Между прочим, ни одной рыбы не поймал сегодня. Почему-то ночью рыба вообще не ходила или не знаю по какой причине. Но я рыбу не поймал. В общем, за эти 2 дня получилось поймать 2 щуки. Все, больше нема. Так вот собираю. Все, буду так собирать. По пути сейчас сперва вот так набрал. В одном, ну, почти все зацепляются, когда вытаскиваешь, зацепляются об лед. И на одной жерлице не было рыбы. Может так он сорвался, может еще что там произошло. Но флажки работал не было. Вот. Не знаю, как дальше я поеду, так как вообще сырой снег. Самое главное до дорогу добраться, а там видно будет. По реке спустимся. Вот эти мелочь не выкидываю, это на корм тулану пойдет. Он с удовольствием ест. Как сказать, рыбу, что будет ему лает там что-то. Ребят, у меня недостача. Вместо 22 я собрал 21 жерлиц. Вон там наш столик. Вот бураница. Я тут газку. Вон там начало как бы жерлицы, и там поехал. Про этот забыл. Вернулся. Снял прицеп и вернулся. Точно, оказывается, я одно забыл. У меня 10 синих и 2 еще старого образца жерлицы. Бля, и вот так зацепляться, прям противно. Вот. Ну все, теперь все собрал. Я думал, по пути где-то я уронил, думаю, съезжу до избы, потому что выше избы я 10 штук набрал, здесь должно быть еще 12. Нет, одного оставил. Ладно, тулан где-то вон там. Сейчас я его сразу посажу сюда, как сказать, в ящик. И вот, блин, уже поедем. Все сыро, все мокро. Что поделаешь. Так, хорошо, что на полпути оставил. Вон он без денег, надо его как-то в ящик посадить. Не, он сейчас сядет. Ему уже надоело, он просто идет, блин, не бежит. Ну, Лок. Лок. Пошли. Давай, Сам уже садится, блин. Давай, сюда сюда. Все, сиди. Поедешь тут с комфортом. Бездельник мой. Единственный, неповторимый. Все? Тай-на-най. Рыбу будешь? Сейчас 2 штуки он уже съел. На. Суп не съел, а рыбу ест. Ладно. Почему суп не съел? Не хочу. Потом
приедем, разберу. Погода дрянь. Погода дрянь. Вот теперь уже газку. Теперь уже поедем. Еще. Вот по этой дороге я и поднимался на избу. А сейчас по летнему проскочили. Все набило, капец. Сейчас я буду чистить там снег, прочищать. И уже поедем. Вот такое кино, ребят, получилось. Ждите новые фильмы. Подписывайтесь, ставьте лайки. Поддерживайте канал подпиской. Потеплело у нас. Не знаю потом, как с походом будет. Но фильмы будут. Ждите. Пока. Да, Туламы? Пару слов? Набило капитально. Сырой снег. Может вообще остановиться снегоход. Нет, я сейчас буду чистить его.